У эфире программа «Объективно», у якой мы фокусируем объектив нашей телекамеры на актуальной проблеме, что находится на контроле уладов, спробуем объективно у ёй разобраться. Областная служба агросервису об'єдновує у своем складе 20 районных и еще 5 буйных организаций в областном центре. Какие виды деятельности сегодня наибольш запатрабованы у системе обслуговывания сельской господарки, як у целом працують райагросервисы и у яким накірунку эта служба будет развиваться далей. Паспрабуем разобраться объективно. У кожным раёне вобласці створаны райаграсервіс. Калі раней гэтыя арганізацыі займаліся выключна аказаннем паслуг мясцовым гаспадаркам, то сёння сітуацыя іншая. Шэраг стратных гаспадарак уключаны ў структуры райаграсервісаў. В свое время были присоединены убыточные сельхозорганизации, дабы как бы-то их спасти. Там присутствовали райагросервисы. Потому так сложилось экономически, что сегодня они осуществляют эти функции ведения сельскохозяйственных работ. Но, тем не менее, то есть поручения главы государства, не уходят от функций агросервиса. То есть они оказывают услуги. То есть это или по сварочным работам, то ли это будет по отряды по вывозке органики, отряды по кормозаготовке. То есть небольшие такие объемы в агросервисах выполняются. Стварэнне ў вобласці інтэграцыйных структур паўплывала на работу агросервиса. Сегодня мы собираемся на уровне руководителей интеграционных структур и решаем те проблемы, которые назревают в тех хозяйствах, которые присоединены в интеграционные структуры, и пытаемся там влиять, или мы влияем и оказываем там поддержку то ли в это техническом каком-то плане, то ли в это надо заниматься там и средствами защиты, и минеральными удобрениями. Интеграционные структуры не мешают, а, наверное, создают такой климат, что мы вместе работаем в одном направлении. Яшчэ адзін важны накірунак дзейнасці аграсервісаў – забеспячэнне гаспадарак вобласці мінеральнымі тукамі і хімічнымі сродкамі аховы раслін. Поставка минеральных удобрений практически 75% через облагросервис ведется, потому что сегодня трудно там привезти вагон, да? Кому-то меньше надо, кому-то больше. Есть фермерские хозяйства, потому приходится брать на себя эти функции и берем кредиты, поставляем сюда минеральные удобрения, и это как бы по республике в целом так являемся оператором поставки минеральных удобрений, средств защиты растений, расчеты потом ведем как зерно поставляет сельскохозяйственная организация в виде расчеты, а мы зерно отправляем на наши комплексы, на наши КХП, и потом проходит взаиморасчет. Зараз у вобласці ўзводзіцца адразу некалькі буйных малочна-таварных фермаў. Свой уклад у гэтую справу уносяць і спецыялізаваныя падраздзяленні агросервису. Предприятия, которые специализируются плотно на этом, это Тираспольский агротехсервис, он всегда участвует в тендерах, и сегодня и в Толочине там стоиловое оборудование они изготавливают, и на других объектах, и Верхнедвинский агросервис тоже плотно занимается этими вопросами. То есть сегодня из того, что даже рынок переполнен такими организациями, и в том числе и в нашей области, их, наверное, порядка 4-5, мы как бы свою еще нишу как бы держим. Займаюцца агросервисы і выпускам уласнай прадукцыі, і гэта адзін з найбольш выгадных відаў дзейнасці. В прошлом и за прошлом году в Дубровно освоили выпуск граблей. Тираспольский агротехсервис, он культиваторы делает, плюс это собственное производство. Мотороремонтный завод сегодня, помимо того, что занимается ремонтными работами, они выпускают даже сложную технику. Это сеялки, это дискаторы. И уже на протяжении ряда лет это успешно, это дает какую-то экономическую стабильность этим предприятиям. Мы пытаемся настроить так эти предприятия, чтобы они участвовали в разработке новых видов продукции, та, которая востребована сегодня как в регионах, и в целом в области и республике.
Дубровінський райагросервіс – один з самых буйных сярод раённых арганізацый. Тут працуюць 1,5 чалавек. Прадпрыемства шматпрофільнае. Усе накірункі работы нават не пералічыць. Наше предприятие состоит мехотряд, который практически все виды работ осуществляет. Начинают с пашки, щева, внесение минеральных, органических удобрений, известковых материалов. Значит, известковые материалы мы вносим в 7 районах Витебской области. Далее кормотряд, заготавливаем корма в хозяйствах района. Химзащита растений, подкормка озимых, зерновых. Ну и далее осенний вид работы, спашка, значит, зяби. Вот. Далее автотранспорт. Мы занимаемся доставкой топлива и торговлей нефтепродуктами по хозяйствам района. Дальше, значит, самосвальный парк. У нас 3 автокрана. Мы занимаемся строительством щенажных траншей. Заливаем, значит, опорные конструкции железобетонные. Монтируем щенажные траншеи. В этом году смонтировали 16 щенажных траншей, порядка на 40 тысяч тонн кормов. У нас есть база минеральных удобрений. Принимаем минеральные удобрения как для хозяйств Дубровинского, так и Аршанского района. Храним, значит, отпускаем. Далее мы еще занимаемся деревообработкой. Работаем на экспорт. В год зарабатываем порядка 120 тысяч долларов. Значит, перерабатываем древесину, лес на корню, покупаем делянку и полностью замкнутый цикл от делянки и заканчивая экспортом. Центральная мастерская, значит, начиная от токарных работ, заканчивая ремонтом двигателей, ремонтом топливной аппаратуры. Выездных 7 бригад работает, значит, по обслуживанию животноводческих ферм, вот, ремонту техники, сушильного хозяйства, обслуживанию артезианских скважин. Ну, то есть все виды работ. Все, что можно, мы делаем. Зимой занимаемся ремонтом техники, готовим к весенним полевым работам, кормозаготовке. Люди приходят на работу с хорошим настроением, с работы уходят домой тоже с хорошим настроением. Работа на сегодня есть, было бы желание работать. Будет желание работать, и, значит, можно и заработать. И будет коллектив на сегодня получать достойную зарплату, вот, и будет, будем говорить, организация живая. Заходнедвінскі міжрайагратэхсервіс адказвае за пастаўку і гарантыйнае і постгарантыйнае абслугоўванне сельскагаспадарчай тэхнікі шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Вся техника, которая Гомсельмаша, МТЗ, всегда обслуживалась и гарантийное, и послегарантийное обслуживание этой техники. Сегодня энергонасыщенные тракторы, очень идут уже новые комбайны, которые тоже оснащены электроникой и прочей сложной техникой. Потому там созданы специальные мобильные бригады, и в течение суток они реагируют, если это гарантийно, если это не гарантийно, то в течение 2-3 суток мы влияем на ситуацию, потому что есть транспорт, есть обученные люди. То есть тут проблем больших нету. Плюс, если это сложные виды электроники, у нас Тираспольская ПМК занимается этими вопросами тоже. Она в межсезонье просматривает эту всю сложную, где электроники, где нарушены какие-то, это и на сушильных комплексах, это и участвуют они и на комбайнах, и что-то есть сегодня новая техника, трактора, они идут электроникой напичканы, не всегда в сельскохозяйственных организациях есть специалисты, которые владеют этими навыками, потому приходится эту нишу держать у себя. На складах заходнедвінскага МРС запчастак на сотні тысяч. Сёння не бывае сітуацыі, калі тэхніка прастойвае нават з-за самага складанага рамонту або адсутнасці якой-небудзь запасной часткі. В наличии на сегодня практически есть все необходимые запчасти как на почвообработку, как на ремонт зерноуборочных комбайнов, так все, что касается сельского хозяйства, у нас в наличии есть. Ну, что касается вопросов продажной подготовки, вот сейчас здесь стоит подготовка, значит, энергонасыщенного средства для реализации. Там стоит, значит, трактор 30-35, значит, мелкий ремонт и техническое обслуживание, средствовной структуры. Вот здесь, в том цеху, где ведется, это цех для технического обслуживания тракторов и мелкий ремонт. И там ремонт ведется полнокомплектной техники, восстановительный ремонт. Вот там только что завершили ремонт трактором ТЗ-82, который проведен полный капитальный ремонт ему. Чтобы вести гарантийное обслуживание, у нас есть 12 выездных
бригад, которые, как только поступила заявка, значит, они выезжают. В течение суток мы должны устранить любой отказ, который на гарантийной технике. Мы влажимся все в параметры. Дороговой двигатель мы меняем в течение одних суток, и техника идет, значит, на работу. Если в период, определенный период, когда большие нагрузки, когда идет уборка зерна, то у нас есть и подменный комбайн. Также и был подменный трактор на весенние работы. Что касается специалистов, у нас все инженера, которые выездные, они имеют высшее образование, постоянно проходят переподготовку на предприятиях. Весь перечень необходимого оборудования для провести любой сложности ремонт у нас на сегодня есть все в наличии. Но есть, конечно, такой момент, что на сегодня те работы, которые делаем мы, не своевременно оплачиваются, потому что финансовое состояние у всех предприятий, как сказать, сегодня платежеспособное. Падчас палявых работ, вядома ж, нагрузка ўзрастае і на абслугоўваючую арганізацыю. Аднак і зімой спецыялістам ёсць чым заняцца. Пришел трактор с интеграционной структуры, производим здесь ремонт трактора в связи с тем, что в самой интеграционной структуре нет специалистов высококвалифицированные, которые могут провести данный ремонт. Получается у нас 15-10 ремонтов тракторов. Где-то выезжаем на диагностику, на место, в само хозяйство, так как получается, что не всегда хозяйство может пригнать данный трактор, он может стоять в поле, отправляем туда людей, они там ремонтируют. Як у сучасных умовах мяняецца структура сістэмы абслугоўвання сельскай гаспадаркі і якімі бачацца перспектывы аблаграсервісу кіраўніку прадпрыемства? То мы, в принципе, должны в каждом регионе присутствовать. Но сегодня в каком виде, есть коммерческие структуры, есть мы как государственные структуры присутствуем. То есть где в ряде регионов небольших, где там уже сегодня осталось небольшое количество сельскохозяйственных организаций, там просто берем на учет, и у нас сегодня, например, по отдельным видам работ агросервисы, Глубокский, он работает и в поставах, там некоторые вопросы закрывает, там, хотя тоже своя специфика есть. Допустим, Витебский работает в Глубокском. То есть, если надо оказать услуги и по известкованию, там, и минералку, если надо подвести, любые услуги транспортные, мы сделали специализацию в нашем регионе, и у нас, если назвать, то Верхнедвинск, Дубровна, Орша, Глубокое, они покрывают всю область в плане обслуживания техническом. Плюс в каждом регионе присутствуют агросервисы, которые оказывают услуги транспортные по внесению известковых материалов. Плюс у нас есть такие, как с сельскохозяйственными организациями, это МИОРы, это Полоцк. Они занимаются и ремонтом техники для сельскохозяйственных организаций, и обслуживанием скважин, и рядом других работ, то есть выполняют и сварочные, и если надо точить, и если надо какие-то запасные части, мы подключаемся и помогаем в тех регионах, облгросервис или Западнодвинская, закрывать вопрос. Перспективы какие? Перспективы надо работать, вот и вся перспектива. Як бачым, сістэма аграсервісаў уяўляе сабой даволі разгалінаваную структуру, у якой занята больш за 6,5 тысяч чалавек, і працуе на ў кожным рэгіёне вобласці. Прычым адказваюць гэтыя структуры за многія напрамкі сельскагаспадарчай дзейнасці. На сайце тэлерадыёкампаніі Витебск vtv.by можна знайсці ўсе выпускі нашай праграмы. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.